Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и сегодняшний наш очередной выпуск о наших пристроенных спасенышах. Приветы из семей, где живут так нелегко спасенные наши подопечные малыши. Каждый привет дорогого стоит. Пристройство в наше время – это титанический труд, это сложнее, чем само спасение. История первая. Осенью я отреагировала на крик о помощи 3 щенкам с мамкой под дождем у помойки. Действо, а точнее бездействие, происходило в далеком Черкесске, неведомый мне край. Но если хочешь спасти, то ищешь пути решения, а не отговорки, что я далеко, помогите там кто-нибудь, кто близко. Кто близко, не помогут, потому что это типичная стандартная ситуация для всех глубинок. Но главное – найти хотя бы одного единомышленника в этой ситуации, готового поверить и отправить в далекую Москву к незнакомой Ларе Володиной. Таким человеком оказался Азамат. Вот с ним и получилось забрать эту семейку, подготовить семью и отправить ко мне в Москву, за что ему огромное спасибо. Ну а передержать семью здесь – это тоже проблема. Найти такого желающего. Во всех спасениях участвуют единицы людей, как правило, одни и те же. Порой уже машина едет в сторону Москвы или самолет летит. А вот принять здесь, пришвартоваться негде, никто не берет. Что происходит с куратором в этот момент? Мы опустим подробности. Самой страшно вспоминать. А теперь лучше о приятном. Вся семья, прожив у нас аж до Нового года, разъехалась по семьям. Можно просто посмотреть, порадоваться, пожелать им счастья. И только куратор вспомнит грустно тот проливной дождь и их, мокрых, потерянных, где не было возможности хотя бы укрыться, и мысли матери, куда ей приткнуться с детьми. Далеко их не увести, ведь помойка как-то кормила. Но это просто память или воспоминания куратора. Совсем бесшествие, слыса. Ой-ой-ой. Недавно, видать, щенки были. И еще одна узница ППЖ, похожая на тощего волка в мороз минус 50, с выпавшей не вовремя шерстью, сидела у будки на цепи и замерзала. Подшерстка не было. Прозвала я ее тогда лохудренькой и забрала ее. Позже назвали ее Ильва. Несмотря на свой волчий внешний вид, эта девочка тонкой, душевной организации, трепетная и нежная, хорошо относится к детям. Ее полюбили на перетяжке. И недавно наша девочка уехала в семью, где она жизнерадостна, любима, много гуляет и играет. Знала ли она, что вот так повернется ее судьба? И мы к этому чуточку причастны. Будь счастлива, милая Ильва.
Когда забирали сидеющего возрастного мальчика, думали, он старый, и прозвали его дедок. Но он оказался вполне поджарый мужчина средних лет. Значит, ошиблись. И хорошо, поживет еще. Ну что, старичок? Ну, хороший. Хороший. Этот мужчина тоже был выбран в семью, чему я несказанно рада. Он тоже обрел свое счастье быть нужным и любимым. Пусть хоть на старости лет поживет как нормальный член семьи. И он тоже не знал, что такие перемены наступят и в его жизни. Согласитесь, друзья, приятно вмешиваться и дарить счастливую судьбу тем, за кого ты взялся нести ответственность. Малышку серую, обыкновенную, маленькую, увидела я под лапами большого черного пса в вольере ППЖ. Он использовал ее как ступеньку, не замечая, что она тоже живая и тоже пытается увидеть человека, пытается быть замеченной, только росточком маленькая. Вот ее-то я и заметила. Кто так молчаливо просит глазами? Но когда поехали забирать, сказали, что ее уже забрал другой волонтер. Ну хорошо, подумала я, главное, живая. Но через несколько дней ко мне обратились за помощью взять ее все-таки на кураторство, эту самую собачку. И вскоре она прилетела ко мне, такая нежная, трепетная, и всего-то 9 килограмм. Вот эта малышка у нас прожила некоторое время и недавно уехала на пристройство в Европу. Живет пока на передержке, дружит со всеми кошками и собаками. Ее хвалят за ее позитивность и доброту. Надеюсь, не засидится долго. С этой передержки у нас уже многие разъезжались по домам, и о них мы вам рассказывали. Красавца Елая я сразу приметила на решетке вольера ППЖ. Зависал он на ней и бросался в глаза. Все всматривался в людей. Красивый, благородный, хорошо сложен, бывший домашний. Всегда читаю их мысли и уверена, что они у них и есть. Знать бы еще, мечтают ли они о будущем или вспоминают прошлое, или, может, живут сегодняшним днем. Но одно знаю, они мечтают о человеке, быть с человеком, служить ему и, конечно же, мечтают быть сытыми. В общем, забрала я его тогда, в ноябре. А далее, как обычно, передержка, анализы, прививки, обработки, пиар, работа одним словом. Вот это классная! Вот это заяц! Просто радуется снегу. А то снега давно не видела она. Вот это заяц. Нет, она что-то в туалет хочет. Давай покакай. Вот это зайчонок. Вот это зайчонок, ты мой зайка. Да ты мой зайка. Да ты мой хорошка. Ну что ты лапу-то застряла? Вот это красавец. Боже, как мы ее могли не спасти. В родной стихии, да, она? Кругом такие снежные. На, иди-ка ко мне сюда. Иди, мой хороший. Праздник Иди, мой золотой. Иди, мой золотой. Там есть ошейничек у нее?
Ну-ка. Вот. И что, ты хочешь посмотреть на собачку? Да, такая морда хорошая у тебя. Какой, дай поцелую тебя. Ой, ты мой золотой. Я тебя телявнула. Какие лапы классные. И вот, наконец-то, его выбрала семья. Мальчик наш дома и счастлив. А я благодарю всех, кто участвует в деле спасения, кто помогает финансово этим спасением состояться, кто помогает в содержании, перелетах, лечении, пиаре наших подопечных. Спасибо, друзья, всем. Ой, как ты хочешь на волю, да? Ой, без сторис наливает. И вот еще одно видео серой обычной собачки пронзило меня прямо в душу своими глазами, своим взглядом вдаль, где не было у нее этого будущего. Это зависание на решетке и эти глаза преследовали меня целые сутки, пока не забрали ее. Очень хотелось создать ей это будущее. Забрали. Забрали и соседку за то, что головой по-дружески прислонялась к этой серой девочке, как бы поддерживая ту, что меньше рядом. С сентября прошло несколько месяцев, и Майла наша тоже в семье. Веселится, много гуляет, играют в кругу друзей. И спасибо всем, кто помогает в таком сложном вопросе, как пиар и подбор семей. Спасибо, друзья, всем, кто участвует.